свет, а нас всех помилует и спасет, як благ человек. Мы, верующие, собрались именно во имя молитвы, для того, чтобы вознести заупокойную краткую молитву о упокоении всех, кто был здесь погребен. Мы не даем оценок ни минувшим событиям, ни нынешнему к ним отношению чему-то. Мы просто собрались на церковную молитву, и для нас это главное. Эта традиция существовала и в дореволюционной Казани, эта традиция возродилась и более 2 десятилетий назад уже в новейшее время. Поэтому мы просто исполняем то, что должны исполнять. Тут ведь на самом деле вот эта вся территория, это большая лужа, и мы давно предлагали ее засыпать и устроить здесь парк. И мы предлагали, кстати, еще в 2013 году устроить, на некотором удалении, тоже на русле, на выходе из этого парка, на выходе из главной аллеи парка, устроить тот самый памятник защитникам Казани, который давно татарская общественность требует. Вот. И парк с центральной аллеей назвать дружбы татарского и русского народов, тем самым поставив точку в этих, так сказать, реваншистских настроениях. Но что-то не знаю, у властей тут свое видение. Я могу сказать свое предположение, что надоели всем эти маргинальные националисты татарские с их бредовыми идеями, ввести второй государственный язык в Российской Федерации, татарский, или вообще отменить государственный русский на территории Татарстана и так далее. Вот. Сейчас это уже не актуально, их никто не слушает. У меня вообще впечатление такое, что скоро закроют эти организации. Вот. Потом Путин дал Минниханову карт-бланш. Вот. И это сейчас не тренд. Вот. И я думаю, что здесь силовики и власти смотрят, что это никому сейчас не нужно. Поэтому будут их постепенно зажимать, затыкать.